Резервная дорога в этот день стала настоящей площадкой для спортивных соревнований. Ровная следа, ширина трассы и грузоподъемность переправы позволили использовать этот объект не только для пропуска транспорта, как на основной дороге, но и для проведения массового мероприятия. Это мероприятие проведено в целях пропаганды здорового образа жизни, да, и тем самым показав, что сегодня ледовая переправа, она достойного качества, да, что на ледовом покрытии можно провести такие массовые мероприятия именно на льду с отличным качеством. Действительно, лед здесь очень гладкий, что показывает, какая здесь ровная дорога. Как вы видите, площадь резервной дороги очень широкая, целых 12 километров, а в ширину достигает 20 метров. Эстафета на коньках прошла при поддержке 5 ведущих подрядных организаций Якутии и приурочена к ежегодной спартакиаде дорожников республики. Ранее в феврале работники состязались друг с другом в таких видах спорта, как мини-футбол, волейбол и перетягивание каната. У нас традиционно ежегодно проводятся спартакиады среди дорожников, да, и там были вроде бы такие соревнования, которые были в залах, а сейчас вот мы впервые вышли на улицу. За победу на эстафете поборолось 4 команды по 4 человека в каждой. Ну а в общем забеге приняли участие все, даже самые юные зрители. Теплая погода, активная поддержка болельщиков и спортивный дух участников позволили провести соревнования в легкой и дружеской атмосфере. Команду набирали из работников нашей организации, которые более-менее положительно относятся к зимним видам спорта. У нас люди занимаются хоккеем некоторые. Если будет даже хоккейный турнир какой-то проведен, обязательно соберем команду. Прошли очень насыщенные соревнования. Мы впервые участвуем в этих соревнованиях, впервые проводятся эти соревнования. Так что такой подготовки не было. Раньше катались просто, студенчески катались на коньках, и вот пришли, поучаствовали, заняли первое место в общей эстафете. В следующем году в программу спартакиады планируют включить и другие зимние виды спорта, как хоккей и биатлон. Состязания соберут еще больше работников дорожной отрасли и также пройдут на федеральных автомобильных дорогах, таких как Вилюй и Колыма. Диана Антонова, Виктор Дьячковский, Якутск.